«Думай по-зеленому». Проект с таким названием, нацеленный на охрану окружающей среды, завершился в Якутии. Итоги конкурса, организованного экологами «Алроса», подвели эксперты. На их суд было представлено 19 работ. Автору самой интересной идеи на реализацию проекта будет направлен 1 миллион рублей от социально ответственной компании. Мадина Халикова расскажет подробнее. Проект «Алроса» нацелен на то, чтобы прививать культуру заботы об окружающей среде родного края, а именно такую цель преследует победителька конкурса от «Алроса» Лидия Алексеева. В ее планах высаживать молодые сеянцы, создать питомник многолетних растений Вилюйских, где нет необходимой почвы для приживания как деревьев, так и кустарников. Победитель конкурса уверена, что сделает родной город зеленее, чище и красивее. Лидия Алексеева вместе с единомышленниками уже несколько лет занимается сбором батареек, макулатуры и пластика. Считает, что так помогает экосистеме справляться с той нагрузкой, что оказывает на нее человек. Да и жизнь она свою связала с поистине зеленым делом – флористикой. Эта идея у нас не так давно появилась. И, в общем, в целом, это все связано с тем основным бизнесом моим, который у нас есть сейчас. Это цветочное дело. И по весне у нас бывает, мы часто привозим саженцы. И мы решили, в общем, продолжить эту тему и попробовать сделать питомник многолетних растений, потому что звено питомника у нас в Якутии вообще, собственно, отсутствует. Лидия со своим проектом стала победителем конкурса «Фингрин». Она разработала четкий план по выращиванию многолетних растений на плодородной почве с использованием органических отходов. Это позволит снизить на 50% объем отходов от предприятия общепита и торговли продуктов Вилюйска путем сортировки мусора, а также организации системы обращения с производимыми отходами. На реализацию этого проекта компания «Алроса» направит 1 миллион рублей. В определении победителей участвовали сотрудники компании «Алроса» и представители общественных организаций Якутии. Мы высоко оценили готовность этого проекта с конкретными ее мероприятиями, которые необходимо внедрить до конца 2022 года. У «Алроса» обширный опыт реализации экологических проектов, и эксперты компании стремятся популяризировать ответственное отношение к окружающей среде среди жителей республики. Компания делает очень многое для формирования экологической культуры в Якутии. Сегодня очень радует, что именно наши крупные компании сегодня проводят такие конкурсы. Именно конкурсы по экологическим проектам от инициативы граждан, населения. Конкурс «Фингрин» или «Думай по-зеленому» позволил таким инициативным людям, причем абсолютно разного возраста, проявить себя в сфере охраны окружающей среды. И социально ответственная компания «Алроса» поддерживает эти направления, ведь конкурс создан для вовлечения жителей Якутии в совместную проектную и волонтерскую деятельность. Я считаю, что это очень такой большой шаг, тем более во всем мире сейчас очень хорошо продвигается устойчивое развитие. И сейчас такое сочетание, как социальная сфера, экономическая и еще корпоративная культура, то есть власти. Я думаю, что в рамках этих требований шаг «Алроса» очень даже своевременный. «Алроса» уделяет самое пристальное внимание вопросам экологии и социальной ответственности. Компания каждый год реализует около 500 проектов на более чем 10 миллиардов. Ежегодные вложения в экологическую и природную направленности составляют более 6 миллиардов рублей. Мадина Халикова, Владимир Павлов, Якутия.